Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум, нахуй. За последнее время образовалось несколько вопросов, на которые бы я хотел ответить. Почему? Потому что мне эти вопросы задавали и по телефону, и на электронную почту скидывали эти вопросы. Очень много вопросов по границам. Ну, граница Северной Осетии, мы понимаем, что это такое. Границы, надеемся, что при определении границы не будет такая ситуация, как была во время определения границ чеченской стороной. Этого мы надеемся, что не будет. Если будет, по крайней мере, мы не позволим. Территории пригородного района – это исконные наши земли. Там могилы наших предков. Каждый квадратный сантиметр этой земли обильно пролит кровью наших предков. Начиная со времен Чингисхана, Тамерлана. И после них, были эти набеги. Сколько их было, Скифис. Сколько их было, перечислять даже уже устанешь. Потом, после нападения кабардинских князей, при поддержке Ивана Грозного. Что здесь было, мы это знаем, история об этом говорит. Мы знаем сегодня это. Это один момент. Вопрос с осетинской стороной, конечно же, не закрыт, не будет закрыт до тех пор, пока мы не получим свою территорию. Вопрос с чеченской стороны. Мы сегодня должны твердо сказать, что заложена мина замедленного действия под чеченцев и ингушей. И эта мина рано или поздно взорвется. Кому это нужно? По крайней мере, чеченцам и ингушам это не нужно. Чеченцев и ингушей очень много связывает, очень многое объединяет. Мы все были в армии, мы все жили в России, где мы только не бывали. Мы не делали разницу между чеченцами и ингушами. И чеченец наш брат, ингуш наш брат. Мы не отталкивали чеченцев, приближая к себе ингуша. Нет, мы не делали это. То же самое чеченцы не делали. Исходили из личных качеств. Но мы всегда, я много года провел в Томске. Ну, там, где мы работали, в районе были чеченцы, были. Они по сегодняшний день мои друзья, Многие. И в армии были, И после армии, сколько знакомых, сколько друзей. Но ни им, ни нам это не нужно. Кому это нужно? Кому нужен был кусок земли, какую прибыль, что хорошего добился, чего хорошего добился Кадыров для своего народа? Ничего. Абсолютно. Вопрос, как вы помните, с Албогачи и Мусой мы были на встрече с Даудом Магомедом, председателем парламента Чеченской Республики. Там мы обсуждали эти вопросы. Мы говорили об этом. И говорили открыто, честно, без предвзятости, без передергиваний. Тогда мы пришли к общему заключению такому, что все эти вопросы решаемы. Вот этот кусок в Суздальском районе, да плюнуть и растереть. Шелковской на улице Каргалинской 3 района, которые были переданы Чечено-Ингушетии, вновь восстановившей Чечено-Ингушетии, для расселения чеченцев и ингушей, пребывающих на постоянное место жительства. Муслим Гайрбеков в то время, по-моему, был председателем, но он был председателем оргкомитета по восстановлению Чечено-Ингушской ССР. По-моему, и председателем правительства после этого был. Не помню, я тоже говорить не буду. Пользуясь вот этой своей возможностью, все чеченцы, пребывающие на постоянное место жительства, люди, которые проживали в горной части Чеченской Республики,
и Галанчевском районе, Шаровском районе, короче, в Шелковском районе, в этом Шатойском районе, Веденском районе, некоторые села тоже были разрушены, там туда никого не пускали. Их тоже, короче, под этим предлогом расселили в Шелковском, на улице Каргин, в этих трех районах. А ингуши, ни одной ингуша туда не поселили. Хотя очень много сел в горной части Ингушетии, куда был закрыт, где не было разрешения на жительство, не давали. И туда не пустили. Но этих людей расселяли, короче говоря. Ну, кто во что гораст, кто куда. Не пускали в пригородные районы, многие села. Владикавказ не пускали. Октябрьское не пускали. Вот эти сегодняшние, так называемые, водоохранную зону не пускали. Но, тем не менее, этих людей не поселили туда, на улице Шелковского, Каргалинского, эти три района. А расселили их на территории Ингушетии. Вон, в Молгобекском районе целое село, короче. Редант, так называемый. Мы сегодня говорим, и тогда мы говорили Магомеду Даудову, что вопрос был поставлен перед ним. Что, Магомед, ты что, считаешь, что Вопрос, вот еще, Мухаммад, должен быть интернет, это я просто обновляю разговор. Вопрос решаемый. Комиссия решит этот вопрос. Царана вопрос остановился на этом. Не было никаких недомолвок. Все, что мы хотели сказать, мы сказали. То, что он хотел сказать нам, он сказал. Разошлись чисто, действительно, как братья разошлись. Мы услышали его, он услышал нас. А в нашем лице он услышал весь ингушский народ, потому что мы от своего имени ничего там не говорили. Мы говорили то, что наболело у ингушского народа. Каждого галачин, чудор даркова всегда. Поэтому сегодня вопрос затем. Мы тогда ему сказали, что мы не приехали сюда там, определять границы, там, решать территориальные вопросы. У нас нет таких полномочий. Есть комиссия, созданная на Конгрессе, название, что есть эта комиссия, короче, эти комиссии определена, там есть люди, эти люди работают. Вам в чеченской стороне это было легче. Почему? Потому что все это по приказу Кадырова, все это делалось быстро, молниеносно. А нам это нужно было делать снизу вверх. У нас очень тяжело это получалось. Но тем не менее, получилось. Комиссия сегодня, вот эта вот комиссия, которая была избрана на Конгрессе, они выдали протокол по этим земельным вопросам. И в этом протоколе там есть ответы на многие вопросы там есть. Но как бы то ни было, вот эта вот комиссия сегодня 3 года уже прошло, скоро 3 года будет, да, в октябре месяце, короче. С комиссией создать. Эта комиссия сейчас должна сказать чеченской стороне: уважаемые братья, мы готовы. Давайте сядем за стол и закроем этот вопрос раз и навсегда. По-братски. Не выходя за рамки закона, используя законы шариата, наши адаты, используя наши братские отношения. Чтобы между нами, наши отношения, чтобы мышь даже не проскользнула. Чтобы никому, ни справа, ни слева, ни сверху, никто, чтобы не вздумал забить кол в наших отношениях. А пока этот кол забит, и этот кол надо вытащить и уладить эти отношения. Раз и навсегда. Там нету таких нерешаемых вопросов. Там можно решить эти вопросы. Можно согласовать с Рамзаном эти вопросы. Можно. Так он рефуна дуче. Мола дуче. Хамял дадывай. Кадарьях. Вышел должен будет царь ночи. Бушел пожили, баргижим биш. Бушел пожили. Гъргун жуахко, но после доктора был не. Ай царь.
Сындуачи, и разорвать, по-живому разорвать. Очень тяжело будет разорвать. Но цахам добро доверять. Вопрос решить дылцы. Вопрос решить дылцы. Отношения, войны, выжрать отношения, хугеевать, лично сотешиться. Суг задяка, лят. Багаж, кабарыш булыш. Сыкашмыш дочич, сыюрта житич. Конечно, орт тут хуяжна, цацбожна, тиша болбыр, геттер тиша болбыр. Ну, нагашын, шаш дер нисах етиш, шаш дер баах етиш, бааду сар дер. Бусл динсы, وعادة الشيء وزكون ليش زكون الشنيش دول سر زيادة لي سر قال هم داتس نو إيه بنا ليه بنا أخشى كشوا إيه بنا ليه بنا سر زيادة لي حنا أحكي من أحكي توم بي سر زيادة لي حنا أحكي من أحكي خير بنا سر زيادة لي زمستر سر من زيادة لي سام دال خير ويبه إذا سقطي بس سمني واتش عتحيج وش داله وغلا نوتشي خمن يقي اسبتم تسا استيشابو حمل بيش دال خير ويتسا سقسم يعني واتش يعني واتش مازي دوعس دير ديج درسهم حياته دوعا ضعيته هندر واز ان شتاها حال هم دات حول شو دات دال بيقن بواتش ديال دوش دميوغي يقول غطا ديقا بيقن بواتش لا تهمدو دات دال بيقن بو تهمر شت رعيو تهمر تيشابو مال بيش الله يبالي الله اشتو نوخشي بالي نوخشي تو ارستو بالي وارستو اشتو تيك تخدا واتشخانه داود محمد زياد خزم خزريش لازم داير تخيفيجرش واخد لا حداقة سر دولجي خوش ده سر دولش وغش حداقة دلي تون دال بركت بدولش تون تتيحن دال بركت بدولش امن ناقش ده وي تخم زبر رشيد يشو وجد دالان زبر رشيد ده زبر رشيد دلتس وينقي وشل اليوم الدوي أرى هذا شيء نو جين جانز سيخي واتس ديزل وات ده لا زوبروز رشيد دي زوبروز دقول ده حاجة ولد كتم هوبن ده أتوب أخو زوبروز ده